Здравствуйте. В прямом эфире новости Татарстана. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Восстановить режим дня и подготовить гардероб. Кто-то гуляет, кто-то в баню идет, моется. Как подготовиться к первому рабочему дню, расскажет Салават Мухаммадулин. Ждать управляющую компанию он устал, поэтому убирает лед сам. Я сам пенсионер, вот третий год вышел на пенсию. И работаю каждый день здесь, бесплатно. Как выйти на улицу и не получить травму? Ситуацию во дворах увидел Сергей Хайдаров. Лыжники против БТРа. Кто предлагает с РПГ меня стрелять, кто предлагает поджечь. Из-за чего разгорелся конфликт на Дубравной и готовы ли пойти на мировую, узнал Дмитрий Аринин. Рассекая снежные волны. Это, получается, 4-й зимний сезон, мне сейчас уже 16 лет. О последнем дне этапа Кубка России по сноукайтингу в Татарстане расскажет Рамиль Галиуллин. В стране завершаются 10-дневные новогодние каникулы. Завтра начинается первая трудовая неделя года, и она самая короткая, всего 3 рабочих дня. Специалисты уже подсчитали, за праздники россияне съели 60 тонн оливье и выпили сотни миллионов бутылок спиртного. Новогодние праздники как большое застолье, легко начать, потом трудно вставать. Как не проспать первый рабочий день и настроиться на трудовые будни? Инструкция Салавата Мухаммадуллина. Понятно, тяжело, но что называется, надо. Начать восстанавливать режим дня лучше начать за несколько дней до первого рабочего дня. Иначе есть шансы, что будильник поведет сон и первый рабочий день начнется с опоздания. Неважно, смокинг или специальная одежда. Главное, чтобы в вашем гардеробе был не спящий сосед, а подготовленная одежда, которой вы ходите на работу. Это облегчит ваше утро и предстоящую рабочую неделю. И вот еще несколько советов, как правильно настроиться на рабочий лад. Во-первых, за несколько дней до выхода на работу откажитесь от алкоголя и бесконечных салатов. Самое время переходить на здоровое питание. Во-вторых, неплохо сходить в баню, сауну или на спа-процедуры. В-третьих, перед работой стоит проверить свою электронную почту и даже поиграть в компьютерные игры, чтобы ваш мозг отошел от бесконечных праздников и веселья. Люди говорят, я 10 дней отдыхал, теперь полон сил, буду работать. Но люди в первый день говорят, у меня основная эмоция грусть, печаль и так далее. Поэтому начинать постепенно входить в работу. Пробежка под хорошую музыку – отличный способ подготовить себя к рабочим будням. Свежий воздух и физическая активность разбудят ваше сознание и тело. Хотя в любом случае у каждого наверняка есть свой секрет. Свежий воздух, все. Самое главное, мы с 1 числа. Лыжи, коньки, ватрушки, все. Кто-то гуляет, кто-то в баню идет, моется. Праздники до 12 не спать. И больше гулять, наверное, в свежем воздухе. Единственный рецепт. В отпуске, на самом деле, поэтому мне только 15 января на работу. Все же самое главное – это хорошее настроение. Отдохнули и вперед покорять 2019. Салават Мухаммадуллин, Алина Мусина, Ильшат Мухаметов, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Готовы ли дороги и тротуары принять будничный поток казанцев? Оказалось, не везде. Упал, очнулся гипс, и такое возможно на городских лестницах. Об этом как нельзя лучше говорят десятки обращений казанцев в травмпункты и гневные сообщения в соцсетях. В ожидании коммунальщиков жители сами берутся за лопаты и ломы. Проверить некоторые из обращений отправился сегодня и Сергей Хайдаров. Вот где доблестная ЖКХ. Его не видать, не слыхать. Вот так уже 3 года Илья Гайнанов ведет борьбу то ли со льдом у своего дома, то ли с местным ЖКУ. А может и то, и другое, говорит пенсионер. Этот перекресток относится к Советскому району. Чистить тротуары и посыпать их реагентами – дело дворников управления городские мосты. Никогда здесь рабочих не бывает. Вот на добровольной основе, как волонтер. Владимир Владимирович Путин говорит же, волонтерское движение надо развивать. Модно.
Вот мы его поддерживаем, Владимир Владимирович, и развиваем волонтерское движение. Ходить по такой лестнице и правда опасно. Чтобы понять это, нам хватило 5 минут. По лестнице спешат прохожие, под ногами лед. В случае чего тут и схватиться не за что. Девочка упала в прошлый раз, школьница здесь. И вот мы вообще уже давно об этом говорили, что здесь нужны поручни. Эта вот тропинка никому не принадлежит, ее никогда не чистят. И таких скользких дорожек по всему городу, как выяснилось, немало. Накануне в сети появился пост, где мама рассказывает, как ее сын получил травмы на обледенелой лестнице. Случилось все на входе в один из музеев на Баумана. Спустились, хватаясь за перила лестницы, покрытой льдом. 7-летний ребенок открыл дверь, упал, разбил губу и десну. Едем зашивать ДРКБ. Много претензий у горожан и к Миллениуму, точнее, к лестницам, которые ведут на Подлужную. Чтобы проверить эту жалобу, мы приехали к мосту Миллениум, мы увидели все своими глазами. Как видите, лестницу, которая ведет прямо под этот мост, уже давно не очищали от снега. И, судя по следам, каждый день здесь ходит достаточно большое количество людей. И для них это представляет серьезную опасность, учитывая наличие здесь острых углов и вот такой вот бетонной поверхности. Один из таких инцидентов произошел буквально пару дней назад. Тогда Дмитрий Шаров шел здесь с 6-летним сыном. Пошли, а там лед, и он покатился и ногой, и головой вот об эти бетонные борта просто ударился здорово. Сейчас день. Если будет ночь, здесь света никакого нет. Передвигаются как могут. Это уже про жителей на улице Копылова. Арка одного из домов больше похожа на каток. А причина-то с виду безобидная. Капает из трубы. Но вот кому теперь это устранять и почему арка вдруг оказалась ничья, никто не знает. Постоянно народ ходит, бабушки ходят. Я говорю, в открытые указания девчонки у нас писали. Я так понимаю, что толку нет. И даже если обильные снегопады позади, работы у казанских дворников немало. Судя по состоянию тротуаров, лестниц и мостов, дел завтра прибавится и административно-технической инспекции города. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Смотреть в оба. Лед под ногами и над головой. Обильный снегопад в выходные покрыл белыми шапками крыши домов и зданий. В Народный контроль поступает сотни заявок с просьбой их очистить. Завтра наша съемочная группа намерена попасть на крыши городов республики. Еще одни жертвы снега и льда. Мороз усиливается, полынья сужается. Казанцы бьют тревогу. Скоро уткам в парке Урицкого будет негде зимовать. Здесь не замерзшими остались только маленькие островки воды. Как помочь пернатым? Вероника Гайнудинова. Борьба не только за корм, но и за место обитания разворачивается в парке Урицкого. Уток там не счесть, а полыньи для всех не хватает. Морозы крепче, воды все меньше. Казанцы в ужасе, что будет с пернатыми, если термометр опустится ниже минус 25. Приходите, граждане, кормите уток. Жалко, конечно, их. Прихожу каждый день обязательно кормить, чтобы не умерли с голоду, холодно им, бедняжки. Очень жалко. Была бы полынья побольше, было бы лучше. Полынья не замерзнет, успокаивают специалисты. На озере система аэрации. Благодаря ей вода не замерзает. Когда холодает, эта сфера подачи воздуха, она немножко уменьшается. То есть как только температура поднимется до минус 10, то есть вот этот водоемчик, он увеличится. И на самом деле никаких опасений по этому поводу нет. Утки как прилетали сюда, так и будут прилетать, даже если эта сфера станет совсем маленькой. Но тем не менее она всегда там будет, потому что эту аэрацию мы не выключаем. По словам орнитологов, пернатым все же важна открытая вода и корм. И только тогда уткам любой мороз в радость. У птиц, в принципе, температура тела достаточно высокая. Если у нас с вами нормальная температура тела 36,7, мы считаем так, то для птиц это за 40. Поэтому даже 30-градусные морозы для птиц это, в принципе, не холодно. Мини-полынья опасна еще и тем, что ее обитатели могут стать жертвами собак и бомжей. Вся надежда на теплую зиму. Тогда и искусственная прорубь станет безопасной. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. К другим новостям. Врачи РКБ провели уникальную операцию. Она может попасть в медицинские учебники. Все началось в Ульяновске. Во время операции на сердце произошло непредвиденное. Стенд по сосудам ушел в мозг. Помочь коллегам вызвались в Казани. О том, как спасали и как сейчас пациент благодарит врачей. Далее. Состояние в целом, как вы оцените свое? Отлично. Сегодня Талгат Мусин не устает благодарить казанских врачей. А могло быть все иначе. Его с операционного стола оперативно доставили в нашу РКБ. Стенд вместо сердца оказался в головном мозге. Мужчине грозил инсульт. Казанские хирурги сотворили чудо, признается Талгат. По
интонации, по разговорам докторов понятно было, что идет операция хорошо. И даже момент того, что не достигли, был заметен. Весь процесс удаления у нас заснят, и вы можете его наблюдать. На мониторе видно, во время операции на сердце 20-миллиметровый прибор по сосудам попал пациенту в мозг. Медики говорят, каждая секунда была на счету. Достаточно быстро нужно было убрать этот стенд, потому что если бы мы этого не сделали, во-первых, он мог в этих сосудах уже зафиксироваться, и уже обычными методиками, эндоваскулярными методиками, его было бы еще опаснее убирать. И, наверное, если бы прошло чуть больше времени, никто бы уже точно не решился это сделать. Принять пациента со столь тяжелым диагнозом отказались многие ведущие клиники страны. По словам наших врачей, такая операция в их практике – редкость. Это одна, максимум две операции в год в России. Честно говоря, я за свой 10-летний опыт работы слышал о таких операциях 3-4 раза. В РКБ говорят, в своевременно оказанной помощи есть и заслуга ульяновских коллег, ведь они вовремя госпитализировали пациента. Теперь Талгат Мусин собирается домой в Димитровград и строит планы на 2019 год. И до конца зимы мечтает встать на лыжи. Рамиль Галиуллин, Нияз Рахман, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Спасение как призвание. Ушел из жизни один из известнейших анестезиологов республики, врач высшей категории Кирилл Малыкин. Он специализировался на обезболивании при особо тяжелых операциях. За одну из них получил престижную российскую премию «Призвание». Как каждый день ему удавалось смотреть в глаза смерти. Об этом Рамиль Шайтуллин. Ровные пульсы дыхания, ответственность за каждое действие, десятки тысяч операций в год. Все и всегда на плечах анестезиологов и реаниматологов. Спасению жизни Кирилл Малыкин отдал 30 лет своей жизни. Это творческая личность, это человек, который обладал нестандартным мышлением и находил выходы, порой даже в самых безнадежных ситуациях. Ожоги почти всех внутренностей, но цель только одна – спасти. Весь медицинский мир страны помнит уникальную операцию в татарстанской РКБ, когда врачи вызволили с того света жителя Спасского района. Позже за это Кирилл Малыкин получил престижную премию «Призвание». Произведена объемная операция по удалению большей части тонкой кишки, 12-перстной кишки, с восстановлением пассажа по желудочно-кишечному тракту. Наркоз проводил Кирилл Анатольевич. В задачу анестезиолога входит оценка риска. Как самой операции, так и риска анестезии. В своих немногочисленных интервью зав. Отделением анестезиологии говорил об ответственности всей команды перед каждым пациентом. Он прислушивался к нам, и вот этот взаимный процесс, он всегда должен быть в таком отделении, и поэтому это помогало нам держать благодаря ему мы держали такую высокую планку. Умел оперативно связать несколько служб, хирургию, реанимацию, анестезиологию, всех соединить в одно целое и провести оптимально экстренную и плановую помощь. Настоящий друг и дипломат, таким его запомнят коллеги и пациенты. Кирилл Малыкин скоропостижно скончался на 54-м году жизни. Сегодня его похоронили на Волжском кладбище. Рамиль Шайдуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Лыжники против БТРа. Кто предлагает с РПГ меня стрелять? Кто предлагает поджечь? Из-за чего разгорелся конфликт на Дубравной и готовы ли пойти на мировую, узнал Дмитрий Аринин. Рассекая снежные волны. Это, получается, 4-й зимний сезон, мне сейчас уже 16 лет. О последнем дне этапа Кубка России по сноукайтингу в Татарстане расскажет Рамиль Галиуллин. Чемпион стартует и побеждает. На первом этапе ралли-марафона «Дакар» камазовцы перехватили преимущество. Экипаж Эдуарда Николаева финишировал первым. Даже километровые пески не смогли помешать автомобилям завершить сложный участок дороги. Чем удивили организаторы «Дакара» в Перу? Алмаз Гафиятов. Такого начала знаменитого ралли-марафона участники не помнят давно. 84-километровый спецучасток в тяжелых песках в первый же день довольно рискованное решение для организаторов. Есть опасность, что количество сошедших в первый же день спортсменов может быть слишком большим. Нормальный такой спецучасток. Дакар уже второй год подряд начинается сразу же с песков. А так как в Перу пески очень даже непростые, поэтому они
спецучасток не может быть изначально простым. Вот. Стартовали, в принципе, неплохой темп был в песках. Но участники справились. Как показывает практика прошлогодних выступлений, экипажи «Синей Армады» запрягают долго. Сегодняшний день был такой на пробу сил. Он показал, что можно бороться на наших автомобилях, которые мы сделали в этом году. Они, конечно, да, недостаточно испытания прошли, как я говорил, но, тем не менее, показывают, что можно держать оборону. Действующий чемпион Дакара Эдуард Николаев финишировал первым, а вот дальше в турнирной таблице сразу 3 представителя ИВК – Ван Генуктен, Вилагра и Дерой. Возвращение голландца Дероя оживило конкуренцию в битве титанов. Мы пересекали забор, и я взял чуть-чуть дальше, чем нужно было, и сделал небольшой круг. И пока делал, все-таки оглянулся, посмотрел, нет ли никого. На горизонте никого не было, и уже дальше поехали к финишу. Во втором этапе будет еще сложнее. Командам предстоит преодолеть 342 километра пути. Также через пески, дюны или озоны. Все в лучших традициях Дакара. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Перу. Не могут трассу поделить, только не песчаную, а лыжную. В Казани на улице Дубравной разгорелся конфликт между любителями лыж и владельцем бронетранспортера. Да, в частных руках оказалась и такая техника. Теперь лыжники возмущены. Поездки БТРа по лесополосе перепахивают их лыжню. Откуда у казанца военная машина? Готовы ли стороны пойти на компромисс? И что по этому поводу говорит закон? Узнал Дмитрий Аринин. Такие увеселительные поездки на БТРе и привели к тому, что его владелец перешел дорогу местным лыжникам. Ильсура Загидуллина уже завалили жалобами и даже угрозами, что за перепаханную лыжню ему придется ответить. Кто предлагает с РПГ меня стрелять, кто предлагает поджечь. В любом случае, даже я еду вдоль лыжни. Может быть, где-то я ее пересекаю, но это же не критично. Там же не возникает такая яма, 3-метровая, что люди не могут проехать. Лыжники, даже те, кто не столь воинственно настроены, твердо стоят на своем. БТРу в этом лесу не место. Колеса глубокие, и где лыжня в ту сторону и в обратную сторону, она испорчена. Потом от БТР же газы еще. Дышать потом очень трудно. Беспредел, если честно. Чтоб ездили где дети, машины, да еще БТР. Технический осмотр. Все, инспектора приезжали, на месте все осмотрели, все соответствует. Как говорит хозяин БТРа, все документы у него есть, и ничего он не нарушает. И такую технику в минувшем году совершенно законно купил участника в Липецке. Этот человек провел всю процедуру демилитаризации, но сняли все вооружение, всю спецсвязь. Это просто обычный вездеход с огромными возможностями. Как объясняют юристы, с точки зрения закона, эта ситуация неоднозначная. С точки зрения административного законодательства им ничего не нарушалось, но если уж подходить более детально, то необходимо здесь сделать акцент 10-й статьи Гражданского кодекса. Здесь она гласит злоупотребление права, потому что в данном случае необходимо говорить о том, что это не просто лес, это места общего пользования. То есть там массовое скопление людей. Когда мы используем технику, а именно БТР, он подвергается людей опасности. Стороны выясняют отношения, и, вероятно, компромисс все же возможен. Должен быть компромисс, и ты нам не порти, мы тебе не будем портить. Где я сломал лыжню? Позвоните, пожалуйста. Мы вместе пойдем, все исправим. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Одни вытворяют, другие творят. В Заинске местный скульптор подарил городу 27 снежных фигур. Дед Мороз, Снегурочка, елка, пингвины и желтый поросенок. И все для праздничной атмосферы. Кто этот энтузиаст? Ленар Геннатольевич познакомит нас с ним. Вот так. Легким движением руки получается что? Эта фигура символа наступившего года, одна из первых появилась на улицах города. И таких снежных скульптур 27. Это животные, сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка. Автор произведений Фазыл Шаапов. Работы довольно интересные, потому что и материал сам по себе, снег такой изящный и белый, белоснежно-белый. И легко поддается обработке. Но для обработки материала любому скульптору нужен инструмент. У Фазыла он самодельный. Считает, что у каждого художника должен быть именно такой. Вот и я взял обычную лопату, разрезал, и как мне надо, с одной лопаты 2 инструмента. Потому что одна сторона под левую руку, вторая под правую. Идеальный вариант. Работы скульптора пришлись по душе горожанам. Сюда водят гостей, назначают свидания и гуляют целыми семьями. Фигурки все больше и больше. С каждым годом новые идеи, с каждым годом все красивее.
Это, безусловно, радостно. Это не только родителям, то есть не только детям, и нам, взрослым. Мы ни разу не видели, как он делает эти фигуры, а сегодня шли после Ледового и увидели. Это очень интересно. Фазыл Шапов – известный республике скульптор. Его работы из камня украшают весь город. Самые любимые – это композиция «Бабушка и дедушка». Позже появились крокодил Гена и Чебурашка. Будут еще работы, говорит художник. А пока такой зимний полет творчества. Ленар Геннатуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Заинск. Рассекая снежные волны, сегодня почти 30 спортсменов со всей страны ловили оранжевый ветер. В Лаишево завершился этап Кубка России по сноукайтингу. Это экстремальные катания по льду с парашютом на сноуборде или лыжах. О цветных парусах на запорошенной Волге Рамиль Галиуллин. Небо над Боровой Матюшино усыпано разными цветами. Это лучшие кайтеры страны, определяют самого сильного. Среди них Илья Турбаев из Сургута. Ему всего 16, и он уже чемпион мира. Перебирает тросы словно струны. В планах попасть в олимпийскую сборную. Папа с 2008 года сам занимается этим спортом. И когда мне исполнилось 13 лет, он мне на день рождения подарил кайт. И с этого началась моя гоночная карьера. Во-первых, лыжи, это нужно всегда готовить их к заездам, это нужно их парафинить, чистить, скользяк вычищать, чтобы они всегда в идеальном состоянии было, чтобы скольжения не было. Хоть мы используем силу ветра, но скольжение по снегу или по льду для нас тоже очень, очень важно. Сегодня последний день соревнований и сразу 4 гонки подряд. Осилить снежную трассу без подготовки практически невозможно. Чтобы обойтись без травм, участники рассчитывают скорость ветра, угол наклона и приводят в порядок снаряжение. Казань – одно из таких любимых мест, в котором можно, не отрываясь от работы, в новогодние каникулы хорошо провести время, посоревноваться, встретиться с друзьями. Гонку за гонкой кайтеры проходят на одном дыхании. В этом им помогает ветер. Хоть сегодня он и слабее обычного, 5 метров в секунду, уровень борьбы запредельный. На маршруте участников установлены вот такие оранжевые пирамиды. Всего их 4. Задача спортсменов – объехать каждый из них и прийти на финиш раньше остальных. Мы проводим минимум 5 гонок, максимум 15. По каждой гонке спортсмен получает так называемые штрафные очки. За первое место 0 штрафных очков и так далее, так далее. Выигрывает тот, кто в сумме набирает наименьшее количество. Это уже 7-е соревнования Кубка России, которые проводит Татарстан. В планах у организаторов принять воздушные баталии и в следующем году. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Лаишевский район. В последний день новогодних каникул броситься с высоты. Мензелинские любители экстрима совершили массовый прыжок с парашютом. Среди смельчаков есть и те, кому за 60. Эмоции от важных в репортаже Юлии Муратовой. Можно снять, можно снять и повесить на грудную перемычку. Свободное падение, адреналин и вызов своим страхом. В эти моменты ощущая жизнь, признается Эльсияр Попова. Ей 67, но для экстремального спорта препятствий не видит. За спиной уже 50 прыжков с парашютом. Настроение свое улучшаю этим. Оно у меня портится, я сюда приезжаю. За 4 минуты у меня надолго хватает. Поддерживает Эльсияр в ее увлечении сестра Ибустан. Именно с ней парашютистка каждый раз делится своими эмоциями. Первый раз переживала, а сейчас уже как-то уже и привыкла, как будто бы так и надо. Нет, уже не переживаю. Эльсияр в небе словно птица. В полете уже не переживает, а вместе с инструктором поет песни. Когда пилотам, скажем, прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём. Пока одни поют, Егор Высоцкий любуется видами открывающихся горизонтов. Это его первый прыжок. В Мензелинский аэроклуб с ним приехала жена. Именно она и предложила ему осуществить давнюю мечту. Настоящему мужчине надо через это пройти, я считаю, обязательно. Советую всем. Прекрасное развлечение, прекрасное увлечение. Наверху тихо, спокойно и хорошо. А внизу? Внизу ждут любимые. Для одних такой отважный поступок становится ярким воспоминанием, для других – увлечением на всю жизнь. Так Эльсияр Попова останавливаться на достигнутом не планирует. Хочет совершить ночной прыжок. Юлия Муратова, Константин Величко, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. Раифа зажглась огнями рождественской елки. В монастыре сегодня благотворительный прием. Здесь большой праздник для сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Чем их развлекали, что дарили и о чем рассказал митрополит Татарстана Альбина Слогарева.
В Раифском подворье многолюдно. Здесь сегодня праздник для многих уже традиционный. Ежегодная рождественская елка собрала вокруг себя детей-сирот, ребят из неблагополучных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня здесь и Луиза Габидулина. У девочки тяжелый диагноз. Она не часто выходит из дома, а потому попасть на благотворительный праздник ей вдвойне приятно. Спасибо большое за приглашение, за такой праздник, за тепло, за доброту, за любовь. Общество детей инвалидов Раиф выделило 20 билетов. Вот нам дали эти билеты, мы приехали сюда из Васильева на эту елку. Приятно вам? Конечно, приятно. На праздник не только приглашенные гости, но и жители района. Праздник не пропустил и маленький Дмитрий Корнилов. Он каждые выходные приезжает в Раиф и помогает во время службы. Хожу, встречаюсь, папе помогаю. И ношу. Здесь народные забавы, конкурсы, благотворительная ярмарка, угощения. Гости греются танцами и горячим чаем. Поздравить гостей пришел и митрополит Казанский и татарстанский Феофан. И вот как у нас в Татарстане. Мы разные. Кто говорит по-татарски, кто по-русски, кто исповедует ислам, а кто православие. Но мы живем в одной семье. Мы дружим. И вот вы, дети, показываете образец дружбы и любви. Здесь главные символы Нового года — Дед Мороз, Снегурочка и Пятачок. Ни один приглашенный не остался без подарка. Альбина Слугараева, Вадим Ларионов, ТНВ, Зеленодольский район. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Ученик превзошел своего учителя. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли «Акбарс» в первом выездном поединке этого года. Командой соперников руководит экс-тренер казанцев Валерий Белов, долгое время работавший вместе с Зинутлой Белелединовым. На 2 шайбы Алтанина игроки «Акбарса» смогли ответить только точным броском Станислава Галеева. Итоговый счет 2-1. Первое поражение нашего клуба в этом году. Завтра играем на выезде против «Трактора». Татарстанские регбисты стали победителями рождественского турнира. В Пензе прошел ежегодный чемпионат по регби-7 среди юношей до 18 лет. Во всех матчах воспитанники Павла Калашникова шансов никому не дали, отыграв поединки на 0. Матч против хозяев казанцы уверенно сыграли со счетом 40-0. Второе место завоевали регбисты московского Зеленограда, третью строчку у регбистов сборной Пензенской области. В завершении к новостям водного пола игроки «Синтеза» транзитом через Москву отправились в Будапешт, где проведут игровой сбор на базе клуба «Ференцварош». Во время поездки оргсинтезовцы сыграют 6 товарищеских матчей с различными венгерскими командами. По задумкам тренерского штаба, сборы направлены на подготовку «Синтеза» к финальному турниру Кубка России, который пройдет в Казани с 17 по 19 января. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Морозная и ветреная погода сохранится в предстоящие сутки. Подробнее через минуту. Компания «Данил Мастер» поздравляет жителей республики с наступившим Новым годом и дарит новогоднюю скидку 20% на кухню вашей мечты. Приходите, Казань, Восстание 23, звоните 2-167-166. Среда в республике прогнозируется малооблачной и малоснежной, но довольно морозной. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики довольно прохладно, до минус 17, возможны осадки. На северо-востоке Татарстана весь день будет идти снег, минус 13. На севере республики похожая погода, 12-13 градусов ниже 0. На северо-западе Татарстана также не обойдется без осадков, там минус 13. На юго-западе республики температура будет колебаться от минус 14 до минус 17. Снежно. В центре Татарстана немного теплее, 13-15 градусов ниже 0. Возможны осадки. В четверг осадков станет больше, пройдет снег. Спонсор показа – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Мясоперерабатывающее предприятие ООО «Дуслык», производитель продукции «Халяль», выпускаемый под контролем Комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан, представляет вашему вниманию новую линейку «Эко», а также изделия премиум-класса под торговой маркой «Селамет».
В Казани ожидается снежный день до минус 14. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. На дорогах местами гололедица. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.